с утра сегодня ветрено. Ого. Уже тайга гудит. Всем привет, ребят. Утро. Вон гулять, вон. Поспали. Дымит. Один раз ночью вставал. Полено закинул. Фу, жарко. В избе была. Но классно. Спалось хорошо. Ветрено сегодня с утра. Сейчас 5-й час. В 4 часа будильник делал. Что-то мне казалось темно еще. Вот. Сейчас я чай попью, тулана на цепь посажу и пойду на охоту на уток. Поброжу с ружьем. Смотри, что там в печи. Пол полена осталось. 2 полена. Это надолго хватит. Ой. Тяги нету, так как это закрыт. Вот сейчас все хорошо будет. Опачки. Вот. И второй. Все, это на целый день хватит. Здесь будет первое озеро. Вот тут оно. Прошлый поход я это озеро не проверял. На машине дальше проехал. Сегодня проверим. Там лодка. Вообще тишина. И не стреляют, самое главное. Пусто.
Второе озеро проверил. Ребят, посмотрел уже второе озеро. Какая тишина. Биноклем удобно. Издалека можно увидеть. Идем дальше. Там выше охотник в избе, я точно знаю, есть он. Может, проверил уже. Ну, надо посмотреть. Короче, идем дальше. С вчерашнего дня там какая-то иномарка стоит. До сих пор еще не выехали. Машина полуубитая, фары разбиты, там подфарники, все. Ну и колеса как-то не так стоят, непонятно. Не знаю, кто это. Но точно не из нашего села. Там чуть позади 2 белых гриба видел. Не хотел включиться, но иду. Вот маховик. Смотрите, белый. Очередной. 1, 2, 3. Ну, на вид 4 даже. Не очень. На первый взгляд, но на обратном пути буду проверять. Так что отсюда я уже сегодня начну собирать грибы. Грибов действительно очень много. Но сегодня целый день у меня будет опраться грибы. Для засолки буду собирать дальше. И по возможности, по максимуму еще буду брать все. Красноволовики, белые, маховики, не знаю. Ой, рябчик свистанул. Свистит рябчик на обратном пути уже тоже буду свистеть. Сейчас на уток сперва схожу, потом уже буду свистеть. И сегодня тут уток нету. Пустота, ребят. Обычно вот тут сидят утки, но там сперва волны были очень большие, но это от ветра. Ветер поднимает волны. А может, до меня уже кто-то прошел, кто его знает. Кто его знает. Здесь со стороны, если посмотреть, такой яма проходимая. Но вот смотрите, сколько тут настила. Кто-то залетел вот в старую колею. И на Ниве там до Евроизбы ездят. Может, Андрей там. Видно, тоже буксовали капитально тут. Кто-то на лодку поднимается. Ну, эти охотники потихоньку начали уже на осеннюю охоту на лодках подниматься. Тишина, ребят. Нету уток. Хоть убей. Ладно, не поленюсь, еще схожу до Евроизбы. Давно там не были. И буду возвращаться. Ни одного выстрела даже я не слышал еще. Чтобы кто-то стрелял где-то, охотился. Явно уток нет. Короче, идем дальше. Здесь, смотрите, шикарные елки на Новый год. Очень много подсада. Вон там тут тоже хороший. Всяко разной высоты. Ух, какой пушистый. Смотрите.
Везде такие ветки. Вообще здорово. Не то лодка, не то каракат. Что-то я слышу давно уже. Подозреваю, что лодка, может, каракат едет. Да, ребят. Это на сегодня последнее озеро. Вообще нету уток. Все, ребят, буду возвращаться. Сейчас зайдем в Евроизбу в гости. Давно там не были. И прикреплю я оптический прицел, буду свистеть рябчиков ходить. Тут делать больше нечего. Здесь лодка у Николая. Лодка хорошая, где-то 4 метра, наверное, длиной. Совсем новая еще. Да, пойдем. Хватит. Здесь ведет тропа к избе. Очень хорошая. У реки очень ветрено. Прям не знаю, как со звуком. Но вот и изба. Вот она. Почему евроизба? Потому что здесь стоит евроокно пластиковое. Ну и я так назвал для себя и зрителям тоже. Пускай будет евроизба. Изба тоже после ремонта, наверное, позапрошлом году ремонтировали. Вот. Так, все. Где-то с какой-то стороны моторка идет, но она спускается по реке. Последний раз я здесь, ребят, был, знаете, вот я с того угла увидел там косачей на тех деревьях. И подходил еще, я переходил, как сказать, речку по льду и подходил, но они не подпустили. Вот последний раз я вот здесь и был. И давно уже не заходил. Давайте посмотрим, может какие-то изменения есть. Что-то новое я увижу. Доски все не прибиты гвоздями, а все взяли на шурупы. Именно шурупы, не саморезы, а шурупы желтые. Челом здорово, Кырка. Ну, с первого взгляда все чисто. Все чисто. Топор есть. Много пива жигулевских выпили. Ну, как обычно там. И для бани приготовлены веники. Чайник здесь-то. От мышей, может, я не знаю, почему тут оставили. В избе очень чисто, уютно. В прошлый раз уже тоже, вот, когда последний раз заходил, стены уже нетканкой были обшиты, толстая нетканка. Но с нетканкой намного светлее было, и думаю, он не отсыревает. Потому что вы видели, я показывал в своих фильмах, как все было в вине, просто, ну, такого квадратного сантиметра не было, чтобы вот как-то где-то сухой уголок был. Ну, здесь 20 матрасов, сразу скажу. Вот таких матрасов 20 и может больше. Я это тоже прекрасно помню, когда я выносил, чтобы не отсырели. Ну, печка. Ничего так не меняется, все по старинке. В углу печь, нары, также в углу столик.
планировка у нас везде одинаковая. Как сказать, ложки, посуда, чайник еще второй я вижу, а котелка не вижу. Котелок нету. Чтобы сварить какую-нибудь еду, просто я не увидел. Может, где-то она есть, я просто не вижу. Умывальника нет. В некоторых избах умывальник тоже есть. Ну, все четко, ребят. Андрей, Николай, привет от Олега. Все классно. В избе все чисто. Все ништяк. И вот такой вид с окна. Видно, как кто-то, если на лодке поднимается, в том углу видно. Ну и по осени, где кто что сидит, косачи, тоже все прекрасно видно. Вот такие дела. А, котелки, вот они, ребят. Ведра, там 4 штуки даже. Ну и котелки. Сковорода, котелки. Было бы лучше куда-нибудь тоже, какой-нибудь, чтобы мышам недоступно было вот что-то сделать. Просто достает эти мыши, очень противно. Здесь тканкой тоже закрыли. Вешалки добротные, хорошие вешалки. Это нужная вещь. Вешалки. Так, ладно. Все хорошо. Все хорошо. Сейчас я уже буду идти свистеть рябчиков. Не знаю, кто-то есть или нет. В одном месте услышал. Был свист. Пока, Евроизба. Придем уже когда будет снег на охоту на косачей. Вот это да. Ребят, знали бы вы, как долго я подходил к этому рябчику. Ну вот. Первый рябчик. Ох, уходит. Ну что, ребят, первая добытая птица в этом сезоне. Долго шел я к этому рябчику, потому что очень хитрая птица, блин, прячется за ветки. Немножко камеру сейчас подниму. За веткой прячется и еле-еле нашел. Потом
с елки перелетела на другое дерево, потом я заметил эту птицу. И, как сказать, как заметил эту птицу, я начал подходить, но опять же я увидел птицу на ветке, но очень для выстрела место, в общем, негодное было. Ну, через сучья. И потом я обошел это место с другой стороны. И я увидел. Сперва вообще плохо он сидел. Потом любопытство у этой птицы тоже подвела ее. Как сказать, он вышел прямо на меня. На выстрел. Чисто. Туша все чистая была. Я прицеливался примерно вот сюда, в грудину, в середину. Пуля чуть-чуть, сантиметра на 2 правее пошла. Не знаю, или я неправильно прицелился, или оптический прицел немножко надо подправить. Вестхунтер, первая птица, ребят, с этим оптическим прицелом. Вот он, Вестхунтер. И, ну, пока все хорошо. Там еще один рябчик свистит, там самец. Это самка, первая птица, самка попалась. Вот. Ну, это не весна, ребят. Не надо в комментариях писать, что самку стреляете. На осенней охоте все разрешено. Так что все добываем подряд. Но очень тяжело добывать. Не думайте, что рябчик и это глупая птица. Ну, самая любимая, самая вкусная, что я люблю из всех боровых птиц. А началось все, знаете что, как сказать. Я когда шел по дороге, потом свистел, и самочка там откликнулась. И потом там несколько штук там было. И они вглубь леса улетели. Но еще так и схожу. Так, просто без свистка там пройдусь. Если от меня взлетит, чтобы увидеть, и если удастся, уже добыть. Вот. Ну, самое главное, начало охоты осенней есть. Это нас радует. Начнем с малого, ребят. Начнем с малого. А там видно будет. Пошли дальше. Он где-то там. Здесь хороший ельник, он заканчивается. Может, на березах где-то сидит. Он где-то в этих деревьях затаился просто. Не взлетает и не свистит. Уверен, где-то он здесь. Может на елке, может на этих березах. Не вижу я его. И не слышу. Короче, он меня победил. Я не услышал, чтобы он взлетел. Он просто затаился. Может, над головой где-то сидит. На меня смотрит. Молодая птица, она такая любопытная, во-первых. Потом очень как-то у них инстинкт самосохранения. Вот именно когда он птенец, спрятаться. А по поздней осенью они уже становятся очень хитрыми. Когда они взлетают раньше времени. Так, ребят, я, короче, вот дорога вон там идет. Я решил здесь напрямик. Не знаю, куда выйду. Ну, почва хорошая. Пойду. Ну, куда болотистые места. Надеюсь, не заблудимся. Теперь, ребят, понял, где я нахожусь.
в этом месте по снегу. Прошлую осень, в ноябре, на фильм снимал для вас. И, короче, я еще тут очень долго искал рябчика. Да, там уже дорога уйдет. Все нормально. Ну, я срезал. Прилично так. Сосновый лес тут. Хороший. Грибов, как ни странно, тут нету. Для селения вот. Нету грибов тут. В общем, идем дальше. Да, для соления вот есть. И все. Заброшена чья-то нора. Ну, диаметром примерно 15 сантиметров. Но это факт, что не у лисы. Может, куница тут. Не знаю. Изредка так встречаются такие норы. Короче, начну собирать грибы. Я уже по пути тут набрал пару штук. Пакет возьму и вот тут пакет собирать. 2, 5 штук уже есть. Тут белые несколько штук есть. Ну и что будет попадать, то и буду брать с собой. Вот они. Первые белые грибы. Это уже последние грибы, так скажем. Потому что больше выхода не станет. Вон там еще маховик. Вот они, белые. Все чистые, между прочим. Без червей. Вон там красный. Рябчики свистят. Бесполезно. Не подходят. Наверное, их уже гоняли. Осторожные уже стали. Случайно тоже увидел. Белый. Редко сюда белые выходят. Маховики, красноголовики собирал. Но белые. Вот, видишь, тоже есть. Я на избе. Сейчас буду разводить костер. Скипятим чай. Приготовим завтрак, яичницу. Лодка резиновая. Я без рыбы сегодня, ребят. Вообще ведро пустое. Вон. Сухое пустое ведро. В общем, неудачная рыбалка. А грибы по пути я собрал вот столько. Вот. Это хорошие грибы. Но после завтрака я уже буду чисто собирать грибы сейчас. Все, охота закончилась. Добыл одного рябчика. И это хорошо. Начало есть.